и нельзя излечить всех детей и людей. Это невозможно. Мы должны приучить, научить наших детей жить с этим своим диагнозом. Все мое детство прошло вот на таких елочках, и вот эти сложно сочиненные длинные речи детям не нужны, дети ждут праздника, и вы абсолютно правы, мы простые граждане, мы не понимаем государственный язык, а наши ребята тем более. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня в эфире наш очередной подкаст «Сөз-бар», и сегодня в нашей студии гости Джилдос Сейитбековна Садыкова, председатель общественного объединения родителей детей с аутизмом «Рука в руке». Добро пожаловать, Джилдос Сейитбековна! Здравствуйте! И по нашей доброй традиции, для начала давайте для тех, кто нас слушает, я буду описывать себя. Сегодня я волосы собрала в хвостик, я также остаюсь в очках, на мне кофточка с длинными рукавами, и сегодня один из тех дней редких, когда я в брюках. Теперь, Джилдос Сейитбековна, прошу вас тоже себя немного описать для наших гостей. Я думаю, окей, ты бы меня со стороны лучше описала, наверное. Ну, хорошо. Я уже бабушка, у меня много внуков. Ну, женщина, не знаю, как себя описать, надо было предупредить. С короткой стрижкой. С короткой стрижкой, в брючном костюме, в черном. Шарфик у меня голубой. Ну, я думаю, что я хорошо выгляжу. Отлично выглядите. И сегодня мы с вами буквально немного успели поговорить, да? Мы будем говорить об организации инклюзивных мероприятий. Да, мы в целом с вами всегда, бывает, часто появляемся совместно на каких-то мероприятиях, но, как вы сами сказали, чаще всего организованных для людей, представителей неправительственных организаций. Это другой уровень. Но мы также с вами поговорили о том, что есть у нас разные категории людей, потребности которых нужно учитывать при организации мероприятий. И давайте сегодня затронем права людей с умственными особенностями, с аутизмом и так далее. Ну, я бы, начала с того, что, в принципе, значит, различные мероприятия, трудно пока их назвать инклюзивными. Да. Я думаю, что то, что стали об этом говорить в последнее время, ну, это уже какой-то шаг вот той деятельности, которую ведут вот все организации людей с инвалидностью на протяжении, ну, по крайней мере, последних лет, особенно после ратификации Конвенции о правах людей с инвалидностью. И если проводят мероприятия, ну, может быть, только вот в последнее время международные организации как-то стали уже, ну, последние годы, ну, во-первых, о доступности, физической доступности тех, наверное, зданий, где проводятся эти мероприятия, думают об этом. Часто мы уже видим там, где присутствуют люди неслышащие, там идет жестовый язык, значит, на этих мероприятиях, да. Ну и, пожалуй, все. Вот только такая чисто физическая доступность, да. Но мне кажется, это не вина тех людей, которые эти мероприятия организуют. Потому что, и вот хорошо, что мы стали об этом думать, вот я даже к этой передаче шла и думала, наверное, нам нужно обучать этих людей, которые проводят мероприятия, особенно государственные структуры, потому что, чтобы они знали об этих особенностях развития. И хотелось бы, чтобы, когда они начинали проводить какое-то мероприятие, они приглашали заранее людей с инвалидностью, хотя бы лидеров, там, руководителей организаций, и спрашивали, какие нужны требования, что нужно сделать, чтобы человек с инвалидностью пришел на это мероприятие, чувствовал себя комфортно, мог равноценно участвовать и высказать свою точку зрения. Ну вот я думаю, такие первые шаги в этом направлении уже делаются. Хотела сказать, вот недавно ПРООН выпустила или выпускает методичку, вот как раз как проводить инклюзивные мероприятия для людей с инвалидностью. И я
Думаю, вот, наверное, у Киева тоже принимали участие, да, в обсуждении, в подготовке. И я скажу, неплохой материал получился, и прямо вот на базе этого материала, наверное, нужно будет, вот я уже думаю, у нас проект, где мы должны работать с госструктурами, что мы начнем их в этом направлении обучать. Но это то, что касается людей с физической инвалидностью. Стали в последнее... Тут, конечно, очень много вопросов. И еще очень долго работать, чтобы приехать на какое-то мероприятие. Во-первых, у нас должен быть транспорт нормальный. Это как самое первое, я думаю, условие, чтобы человек мог дойти до туда. Потом это здание должно быть приспособлено для этих людей. И потом уже само мероприятие, там буквально по пунктам тоже все расписано, значит, как оно должно проходить. Но, возвращаясь к твоему вопросу, я хочу сказать, но это все идет речь только о людях с физической инвалидностью. Это в основном люди опорно-двигательный аппарат, зрение и слух, да? О людях с другими нарушениями, там, интеллектуальными или эмоциональными, психическими, сенсорными нарушениями разного вида, не только зрение и слух, да? Об этом, по-моему, у нас еще даже речи нету. Хотя международный опыт, он достаточно в этом плане во многих странах хорошо используется, и мы могли бы даже сегодня сказать об этом. Но я могу долго говорить, может, как-то будем разбивать вопросы? Да, для начала я бы вас хотела спросить, раз уж мы вот вокруг темы такой идем, что для вас лично означает инклюзия? Ну, я думаю, для меня, что это означает, самое первое, это мы должны для всех людей с инвалидностью создать условия, такие условия, чтобы они могли на равных правах с другими людьми реализовать на равных, чтобы у них были условия, чтобы они могли осуществлять свои права наравне с другими людьми. Наверное, вот это самое главное, потому что, как мы понимаем, что инвалидность – это не только нарушение здоровья человека, это прежде всего это отношенческая и вообще вот внешняя среда, которую, если изменить, человеку будет намного легче жить в нашем обществе. Вот. А сейчас у нас, к сожалению, в обществе еще мы очень далеки от этого. Ну, во-первых, само отношение к людям с инвалидностью у большинства населения все равно становится с каждым годом лучше, но в целом все равно я работаю с детьми, и родители всегда жалуются. Дети, как-то отношение не такое, какое бы мы хотели. Согласись, да? Да. Вот. Ну и второе, у нас практически нет условий. Это только первые шаги и очень часто формальные. Но движение есть, конечно. Движение есть, но очень медленное. Если бы у вас спросили, что нужно учитывать при создании благоприятных условий для пребывания людей с ментальными, умственными, сенсорными формами инвалидности. Что нужно, да? Да, что нужно, на ваш взгляд? Ну, давайте мы остановимся на людях с аутизмом. Да. К сожалению, у нас в Кыргызстане мы не знаем взрослых людей с аутизмом, потому что раньше, как говорится, возможно, не диагностировали, или люди, они в легкой форме, они среди нас просто считают, что у них может быть не тот характер, они не могут, у них проблемы с коммуникацией, там, с социальным отношением, да, но, тем не менее, они живут среди нас. А что касается тяжелой, где формы, да, особенно тем, кому требуется постоянное сопровождение, как правило, они либо в психоневрологических закрытых учреждениях или в очень закрытой такой домашней системе, скажем, потому что у тех, у кого взрослые люди, там, конечно, уже стигма была в те годы очень сильная. Сейчас стало полегче, много пишут об этом, говорят, родители обращаются, да, с детьми.
Но вот учитывая, что у нас больше поведенческие расстройства, я думаю, самое главное, нужно понимание этих особенностей и просто принятие этих людей, такое доброе отношение. Это первый шаг. У нас дети ходят, видят, слышат, как говорится, да? Им не нужно каких-то особых дополнительных материальных затрат, чтобы создать условия, как для некоторых там видов, да? Но им в первую очередь, я думаю, нужно понимание, потому что нужно понимать, что вот, например, аутизм, он проявляется в 3 сферах. Это социальные взаимоотношения, коммуникация и поведение. Да? Проблемное бывает поведение, когда их не могут понять. Стереотипия очень сильная. Да? И вот бывает, мы даже сейчас, вот у нас подростки подросли, 17-18 лет, да? Многие из них могут все делать, но мы не можем их трудоустроить. Почему? Потому что, знаете, он может, как бы вам сказать, работать, что-то делать, и потом время от времени смеяться громко. Или там делать какие-то вот успокаивающие движения, когда у него сенсорная перегрузка, да? Может стучать, может встать, выйти, может, как говорится, в школе сесть и лечь и так далее, да? Ну вот я сама по жизни очень была строгая мама, скажем так, и примерная ученица, и, наверное, я всегда вот к таким вещам сама не совсем правильно относилась, осуждала, скажем так, не понимала, да, думала тоже это невоспитанные дети или люди, да, и так далее, и не переносила никаких вот этих криков там и так далее. Сейчас я 12 лет работаю с такими детьми, и я понимаю их поведение, что это не их поведение личное, да, это связано с их, сказать, расстройством, определенным развитием, да. Мы можем работать, я могу писать, читать, готовиться к чему-то, и не слышу эти шумы, не обращаю на это внимания. Понимаете? Я просто понимаю, что сейчас вот это пройдет какое-то время, ребенок успокоится, и он дальше будет заниматься своим делом. Я думаю, люди не могут это просто понять, и люди не виноваты в том, что они этого не знают. Я думаю, нам нужно об этом больше говорить, о всех особенностях развития, не только аутизм, да? И, наверное, для этого телевидение использовать, и радио использовать, социальные сети, да? Чтобы информировать людей, и чтобы люди понимали, что это такое... Вы знаете, я сегодня прочитала, что в мире 1 миллиард людей с инвалидностью, то есть 15%, если в целом это мировая статистика, да? И вы знаете, среди вот этого миллиарда 80% это люди с невидимой инвалидностью. То есть их вот так вот сразу не определить. И, к сожалению, у нас только обращают внимание на видимую инвалидность. Вот, государственные, по крайней мере, структуры, да? А рост детской инвалидности за последние годы, он идет вот именно за счет роста невидимой инвалидности больше. И ментально никто, вот, не чиновники на сегодняшний день наши, да, они не готовы к работе, к общению с людьми с ментальной инвалидностью. Даже когда мы говорим об инклюзивном сейчас образовании в школе, несмотря на то, что закон об образовании новый приняли в прошлом году, где там, по-моему, глава 7, это инклюзивное образование, если мне память не изменяет, там прям в первой статье написано, что нет необучаемых детей, что все дети должны быть обучаемы. И здесь опять же идет понимание термина, что такое обучаемость. Понимаете? Обучаемость – это не значит, как школа понимает, это выполнение всех учебных планов, которые единых созданы у нас в государстве. Да? Обучаемость, и нельзя излечить всех детей и людей. Это невозможно. Мы должны приучить, научить наших детей жить с этим своим диагнозом, и наше обучение должно способствовать тому, чтобы улучшить их качество жизни, расширить их понимание, то, что в пределах их возможностей здоровья, чтобы они могли чему-то научиться. То есть, эта тема такая обширная, ее надо говорить, дискуссировать и неформально к этому относиться. Вот, например,
Я хочу привести в пример вот инклюзивного, да, мероприятия. Каждый год у нас проходит новогодняя елка, которую наши, ну, управление соцразвития, там мэрия, не знаю, кто проводит, да, хорошее дело, все детки ждут Нового года, да, но сколько я знаю, из года в год идут по одному и тому же сценарию. Вначале нашим детям вообще не давали места, думают, с аутизмом, что вы. Потом мы все-таки через несколько лет добились, и вы знаете, ребенок приходит, он не умеет общаться с чужими людьми, он всегда при маме, да, и тут мы его должны вот в эту очень многолюдную атмосферу запустить ребенка, где он, конечно, потеряется, будет плакать, там рыдать. И мы его долго-долго, год-два убеждали, и у нас стали с сопровождением с родителями пускать. Это уже какой-то большой шаг. Но мы добились, пустили, да. Но вы знаете, что все равно деткам непонятно, что там идет. Во-первых, вначале всегда эти поздравительные речи, да. Я бы советовала всем государственным структурам научиться разговаривать с детьми, да, и вообще вот с детьми, у кого есть какие-то интеллектуальные нарушения, да, это есть такой easy language, облегченный язык, простой язык. Я хочу сказать, вот, например, приведу пример, вот в Германии, да, там во всех госструктурах, да, используют этот облегченный язык. Любое положение, любая инструкция, любое объявление на сайтах государственных структур у них есть параллельно на доступном, простом, ясном, коротком языке. Вот для людей, взрослых, даже с инвалидностью. А у нас с детям очень трудно им понимать вот все, что им говорят. Потом шум, гам, как-то вот я не знаю. Мне кажется, что... И вот мы обычно, нам дают 40 мест, мы посылаем 5-6 детей для того, чтобы забрать только подарки. И опять же, вот подарки новогодние, это входит в проведение мероприятий. Да? Слава Богу, с прошлого года вот, на День инвалидности нам стали дарить такие портфельчики, и там карандаши цветные, блокноты, фломастеры, мелки и так далее, и так далее. Это дети наши пользуются. А до этого все время давали сладости, которые нашим детям категорически кушать нельзя. Понимаете, даже вот я считаю, вот при проведении каких-то мероприятий, мне кажется, вот за границей, когда они проводят международные организации, они даже спрашивают, есть ли у вас какие-то ограничения, предпочтения в еде. Да? Это тоже элемент подготовки инклюзивного мероприятия. Да? Сейдбековна, как раз я хотела вам задать вопрос, как не нужно организовывать мероприятия, когда мы приглашаем людей с разной категорией видимой и невидимой инвалидности. Вы уже начали отвечать, что вот, во-первых, если мы говорим о наших ребятах, то вот сладости, да, не совсем полезная вещь. Что, например, канцелярия намного полезнее и нужнее нашим ребятам. И еще, я совершенно с вами согласна. Дело в том, что все мое детство прошло вот на таких елочках, и вот эти сложно сочиненные длинные речи детям не нужны, дети ждут праздника, и вы абсолютно правы, мы простые граждане, мы не понимаем государственный язык, а наши ребята тем более. Поэтому вот такой вопрос возникает, а где же научиться говорить простым понятным языком, если ты вот госслужащий? Я думаю, если... человек понимает, что ему просто им не ставили, наверное, таких требований, они не задумывались об этом, понимаете? А если им дать, ну, сказать об этом, мне кажется, на простом языке легче говорить, чем на более таком, ну, квалифицированном, скажем, языке, да. На доступном. Но, с другой стороны, не все это могут. Вот я, бывая на разных тренингах, вот где международные даже тренера и наши, чем человека больше знаний глубоких, тем он проще объясняет это. А когда человек сам не совсем понимает, особенно тех, у кого нет практики в жизни, вот когда они проводят тренинги, а пользуются только литературой, на основе литературы готовят свои презентации и выступления, да, тем это у них сложнее. Им, конечно, трудно
говорить на более доступном языке. Да. И здесь очень много, вот я хочу сказать, у нас ведь люди с физической инвалидностью, те, которые особенно пользуются с колясками, у нас очень много же таких активных, которые мы на разных тренингах принимаем участие, да. Вот иногда такие маленькие комнаты арендуют те, кто проводит эти тренинги, что вот кто в колясках, они не могут ни заехать, ни развернуться свободно, да, там ездить. Как правило, им ставят около выхода, да, и вот я не знаю столько, или вот питание организовывают, да, вот мы сколько об этом говорим, что человек на коляске не может подъехать, не может сам взять это, да, ему кто-то должен его обслуживать. Там таких мелочей очень много, да, вот чтобы были какие-то объявления, там, чтобы кто-то мог стоя, кто-то мог сидя, да, даже, не знаю, мне кажется, это прям надо учебу проводить. Учебу, и я бы даже, знаете, сделала, что, наверное, вот сейчас у меня возникла эта идея, вот госкадровая служба у нас есть, да, когда людей принимают на работу, особенно в социальные такие службы, да, у них есть аттестат, их как-то проводят с ними какие-то собеседования, тестирование проводят. Наверное, нам нужно сделать самим какую-то памятку, да, как разговаривать с человеком с инвалидностью, чтобы это не было высокомерие, чтобы это не было пренебрежительно, да? Вот. И почему-то, даже если у тебя прекрасный, ты такая умница, окей, это я тебя давно, сколько лет знаю, да? Но когда человек видит, что у тебя какая-то инвалидность, то многие почему-то автоматически думают, значит, у тебя не только там где-то ты ходить не можешь, но и в голове, извини, что-то не хватает. Да, и начинают таким тоном не тем разговаривать, да, таким, ну, пренебрежительным. Ну, не хочется так грубо сказать, снисходительным, я помягче скажу, да, снисходительным тоном. Вот как разговаривать нужно с таким человеком, да, какие-то особенности основные, хотя бы вот таких массовых, что ли, часто встречающихся. Мне кажется, вот эта госкадровая служба, у нас там кто сейчас, Базарбаев, да, по-моему, ой, или я путаю, да? Ну, в общем, надо, наверное, нам туда дать предложение, чтобы им в тест включили что-то такое. Иначе, когда их уже примут на работу, им некогда будет это читать, да, и изучать. И, наверное, вот, ну, даст Бог, впереди и осенние праздники, и новогодние. Если бы вас спросили, как нужно организовать ту самую елочку, что бы вы порекомендовали госслужащим? Вот первое мы сказали, простая, понятная речь. Ну, во-первых, я не знаю, когда в нашей филармонии, в которой проводят елку, и детей на колясках поднимают туда, да, когда вот сколько лет мы говорим об этом и фотографировали, говорим, когда там сделают какой-то лифт или пандусы, чтобы дети вот лишний раз. Мне кажется, всех, кого, когда особенно взрослых людей начинают на коляске поднимать, это унижает человека. Да. Мне кажется, надо проводить елку, мероприятие, все-таки добиться, чтобы у нас в Кыргызстане было хоть одно здание, куда бы дети могли сами заезжать, заходить. А потом, я думаю, дети, которые не видят, они как ходят на елку или нет? И если они ходят, то что для них делают? Если как-то параллельно, мне кажется, какое-то должно быть для них описание, что вот то проходит, вот пришел Дед Мороз, вот, ну как-то им должны это рассказывать. Да. Вот я не знаю, конечно, тут такой специфики, да. И, наверное, больше должно быть визуального для всех остальных, чтобы это им было понятно, и в такой игровой, простой манере, чтобы все дети могли участвовать. И, может быть, не нужно для детей с инвалидностью очень большие, на 500, там, 600 человек проводить. Может быть, как-то уменьшить количество людей, чтобы было какое-то внимание, чтобы ребенок тоже мог в чем-то участвовать. Да, вы абсолютно правы. Я вспоминаю в мыслях другие мероприятия, на которых приходилось пребывать в юности и в детстве. Да, я согласна с вами. Большое скопление людей, вот,
твоя безопасность. Ведь в какой-то период мы уже были без родителей, но все равно ты зависел от старшего человека. И сейчас вы затронули такие интересные темы. Я думаю, что насколько получится, если бы мы могли дать все же вот свои рекомендации, да, как нужно сделать, и тогда люди бы прислушались, а не так, что опять пригласили, условно говоря, Хорошо, людей. давайте мы, знаете, у нас же при Совете по делам лиц с инвалидностью в сентябре прошлого года создали как бы группу по детям с инвалидностью, да? Кстати, я думаю, что мы, наверное, вот в сентябре должны собраться, да? Одна голова хорошо, а много лучше, тем более разные формы детей с инвалидностью. И мне трудно вот сразу сориентироваться, потому что, мне кажется, а там у нас как бы мы приглашаем представителей детских организаций, вот разных, да? Мы можем обсудить эту тему. Я думаю, что мы прям хорошая тема, мы ее обсудим и дадим свои рекомендации нашим госструктурам уже где-то, наверное, в начале, в середине, после октября, к концу октября, чтобы у них была возможность при желании учесть эти рекомендации. Да, то есть, чтобы это действительно было мероприятие, на которое пригласили, и всем было понятно, о чем идет речь, да, а не так, что мы создавали массу из людей с инвалидностью. Ну, просто чтобы, как для птички, как у нас День инвалидности и Новый год, и 1 июня. Вот 3 мероприятия, когда что-то обращает внимание на наших детей. Ну, без обиды для госструктур. Будем надеяться, что ваши рекомендации будут услышаны, потому что пора начать учитывать, да. И следующий мой вопрос звучит так: какая цитата или какой человек вдохновляет вас продолжать вот эту борьбу за права людей с инвалидностью? Я думаю, что дело даже не в цитате, это просто, ну, наверное, с самого начала просто мой жизненный принцип. Если я чем-то занимаюсь, то уже этим я хорошо занимаюсь, скажем так. Но с темой инвалидности, наверное, лучше сказать, что это как бы личная тема. У меня внук с аутизмом, которому в этом году уже скоро будет 18 лет. И именно связано с ним я начала заниматься этой темой, потому что 12 лет назад, когда мы создали организацию, у нас в стране вообще слова не было про аутизм, ничего. Приходилось это брать и диагноз, и все рекомендации только за рубежом. И мы, как организовались родители, с тех пор ведем эту тему, и я думаю, что у нас в стране многое что изменилось, не так, как мы бы хотели, но уже все знают, что такое аутизм. И к нам сейчас, если раньше приходили дети в возрасте 7-8 лет, 10 лет, когда их в школу уже не принимали, потому что до этого врачи же как смотрят, у ребенка, у него все на месте, и родители тоже не обращали внимания, там не говорит, заговорит, и не ведет себя не так, ему чем-то стелешь, он дойдет полчу, да. То есть вот многие моменты как-то списывали, а потом уже, когда их в школу не брали, они к нам обращались, и, конечно, достаточно трудно уже в таком возрасте что-то поменять. Но благодаря той информационной деятельности, которую мы вели, сейчас уже родители в 2-3 года к нам приходят. Это средний возраст у нас сейчас 3-3,5 в центре, и врачи уже больше знают, направляют и так далее, да. Ну, не знаю, я думаю, на протяжении всей жизни все равно всегда стараюсь кому-то помогать. Этим это просто... Сейчас мне трудно вот так вот сориентироваться и сказать, какой-то я цитатой пользуюсь. Я думаю, что вы были и есть одни из первых людей, кто вообще поднял эту тему и заговорил, что есть не только
видимая форма инвалидности, как мы понимали все эти года и лета, а что есть и разные категории людей с инвалидностью, и мы должны учитывать потребности каждого. И на этом, Джилда Сейдбековна, я благодарю вас, и я очень надеюсь, что наш интересный разговор с Джилдой Сейдбековной поспособствует тому, чтобы наше общество создавало инклюзию везде. Спасибо, Джилда Сейдбековна, что вы были гостем нашей программы «Сөз бар».